Сегодня я хотела бы вам предложить пообщаться на тему струнно-смычковые инструменты в удмуртской традиции. Вообще надо сказать, что струнно-смычковые инструменты представлены не так разнообразно, в отличие, предположим, от наших соседних народов, это татары, башкиры, да, где вообще, в принципе, инструментальная традиция развита более, нежели у нас. То есть ничего странного тут нет. Мы знаем, что татары, башкиры — это у нас скотоводческие племена, да, то есть их первопредки были те, скажем, народы, которые связаны были со скотоводчеством. А там, где скотоводчество, там инструментальная традиция развита лучше. Удмурты издавна это земледельческий народ, поэтому не случайно во многих этнографических работах, во многих научных трудах говорится о том, что удмурты очень хорошие певцы. То есть у нас как бы вокальная культура, вокальная традиция развита лучше. Но тем не менее инструментальная традиция у нас тоже есть. Надо сказать, что изучением инструментальной традиции, к сожалению, начались заниматься исследованием не так давно, то есть это буквально середина прошлого столетия. Это для истории, для науки это очень малое количество времени, поэтому, конечно, очень много утеряно, но тем не менее мы еще сегодня находим очень интересные факты. И сегодня я бы хотела затронуть тему, это струнный инструмент смычковый кубыс. Но прежде чем говорить об этом кубызе, который сегодня у нас будет представлен, я бы хотела сказать немножко о его первопредке. Так как мы находим в работах, например, советского музыковеда Виктора Михайловича Беляева о том, что у удмуртов существовал двухструнный смычковый инструмент, который он также обозначает словом кубыс. Сведений больше, собственно говоря, и нет, кроме того, что он говорит о том, что инструмент схож с древнерусским гудком. Это тоже смычковый инструмент в русской традиции, который тоже был потерян, но сегодня в русской традиции он очень активно используется. Его реконструировали, его возродили, восстановили, и во многих коллективах на нем сейчас играют. И другим схожим инструментом является марийский инструмент, марийский смычковый инструмент, который называется ияковыш. Тоже ковыш, кубыс — это как бы однокоренное, так скажем, слово, да, которое связано именно со струной. То есть то, что обозначает струнный инструмент. А ия с марийского языка переводится как дьявольский инструмент, как связан как бы с потусторонним миром. Так вот, исходя вот из этих замечаний, конечно, можем сделать вывод, что двухструнный инструмент, который существовал у удмуртов, тоже имел сходную структуру, а именно он выдалбливался из цельного куска дерева. Вообще, в принципе, все древние инструменты так делались. То есть, когда отдельно не вырезаются, как сейчас, верхняя дека, нижняя дека, там отдельные части, да, то есть это был один цельный инструмент, связанный там и шейка его, и корпус, соответственно, остальной. Вот. Но на сегодняшний момент этого инструмента, конечно, у нас уже нет. И на какой территории он бытовал, мы тоже не можем сказать. Хотя известно, что это была экспедиция 1934 года, которая направлена фольклорной комиссией, существовавшей в Москве. Руководителем тогда был Евгений Владимирович Гиппиус, известный на то время советский музыковед. Они тогда, экспедиция была по районам центральных удмуртов, центральной Удмуртии, это Калмезы, Силкинский район, Увинский район, и отчасти южные районы, Алнашский, Можгинский, Завьяловский, по-моему, Юшур-Подинский, если я не ошибаюсь. Вот. Но где конкретно этот инструмент они могли заметить, зафиксировать, как бы вот этих сведений не сохранилось. Сегодня в удмуртской традиции существует трехструнный струнно-смычковый инструмент, который вот у нас здесь представлен. Тоже надо сказать, что сегодня этот инструмент уже реконструирован, очень активно используется фольклорными коллективами, отдельными исполнителями. И надо сказать, что этот инструмент, кстати, сегодня среди молодежи именно имеет очень большую популярность. Но сначала коснемся традиционного бытования этого инструмента. На сегодняшний момент надо сказать, что инструмент можно встретить еще и в самой среде. Территорией распространения инструмента является Республика Татарстан, это Балтасинский район, это Маритурекский район Республики Марий Эл, и это Пермский край,
Это Куйдинский район, где сегодня обитают у нас, так скажем, выходцы из Республики Башкортостан. Это удмурты этнографической группы, которые мы называем как закамские удмурты. Ну и это Республика Башкирия, это у нас Янаульский, Татаршинский районы. То есть сегодня в некоторых случаях, если повезет, еще можно встретить исполнителей, они есть. Также мы находим в архивных источниках и в этнографических материалах информацию о том, что этот инструмент бытовал также на территории Удмуртской республики. Это у нас южные районы. Это Алнарский, Можгинский, вот Шорбодинский район, Кизнерский район. О том, что этот инструмент обрядовый, сомнения нет, потому что все этнографы, все путешественники, которые сталкивались со звучанием этого инструмента, они все говорят, что инструмент является свадебным прежде всего. И как говорит наш современный удмуртский этномузыковед Нурия Варин Муртаза, она говорит, что свадьба без кубыза, она называлась собачьей свадьбой, пуныщуан. То есть если там гармошка использовалась, да, или какой-то другой инструмент, это считалось не свадьба. То есть кубыз — это вот тот инструмент, который должен был звучать обязательно на свадьбе. Тогда действительно считалось, что свадьба удалась. Более того, этот же исследователь приводит очень интересное описание о том, что если вдруг сталкивались две свадьбы в одной деревне, то есть даже такое могло быть, оказывается, и у каждого обязательно, у каждой свадьбы был свой кубызчи, то есть тот музыкант, который играет на кубызе. Чтобы выбрать наилучшее место для своего проведения, устраивали соревнования между этими музыкантами, да, и вот кто из них выигрывал, соответственно, та свадьба и оставалась в этом доме, а другой приходилось искать другое место, ну, соответственно, как бы, ну, скажем, более худшее по условиям, нежели вот то, за которое они боролись. Конечно же, прежде всего на инструменте исполнялись обрядовые наигрыши, это свадебные, безусловно, но также звучали гостевые наигрыши, звучали и песни календарных обрядов. Это вот самый большой праздник удмуртов календарный, это Акашка, то есть который связан с первым выходом на пашню. И, конечно же, на этом инструменте исполняли, ну, аккомпанемент, так скажем, различных песен. Сегодня инструмент также продолжает бытовать как свадебный, если еще есть такие исполнители, да, как бы все равно этот инструмент считается прям наиболее удачным для проведения свадьбы. Вот. Ну и на данный момент, конечно же, основной территорией бытования инструмента остаются те территории, которые находятся в традиции тех этнографических групп удмуртов, которые располагаются за пределами Удмуртской республики. Это прежде всего вот завязки удмурты, Балтасинский район Республики Татарстан. И тут, конечно же, очень интересно, наверное, надо сказать про строение инструмента. Почему? Потому что надо сказать, что именно вот в этих названиях отдельных частей инструментов сохраняются те древние представления, которые уже в традиции не сохранились, да, но вот они сохранились в названии инструментов. Прежде всего, это связано с тем, что отдельные названия, отдельные детали, они связаны с антропоморфными и зооморфными названиями. Что это такое? Да? То есть зооморфные — это те представления, которые связаны с животным миром, антропоморфно, соответственно, уже с человеческим. Понятно, что зооморфно они более древнее. Здесь надо сказать, что те детали, некоторые детали, они связаны и с зооморфными представлениями, и антропоморфными представлениями. Но вот в частности, вот эта вот шейка инструмента, она называется черты, то есть шея. Верхняя часть инструмента, она у нас называется головка, кубыз-дир. Ну вот здесь вот мастер уже даже сделал его, видите, в виде лошади, да, это, как можно сказать, ну здесь она больше на лошадь похожа. То есть здесь и в самих деталях, как они делаются, да, и в названиях тоже мы находим вот эти все отражения, все представления, связанные именно с более древними временами. Здесь также есть конкретно как бы те названия, которые связаны с аморфным миром, но уже, так скажем, более современным, окультуренным, очеловеченным. В частности, вот эта вот подставка под струны, она называется атас или атас-пыкы, что в переводе с удмуртского означает петух. Петух или петушиный гребень. Да, то есть он действительно по форме похож на петушиный гребень. Вот. Но что самое интересное, ну, колки вот эти, которыми мы подтягиваем струны, так и называются чок или позырте, то есть буквально то, чок это так и есть колышек, да. То есть здесь есть те названия, которые непосредственно как бы отражают его функцию в этом инструменте, да.
Но еще вот помимо зооморфных и антропоморфных названий, здесь есть названия деталей, которые, на мой взгляд, показались очень интересными, потому что они связаны с деталями женской одежды, женского костюмного комплекса. Ну вот в частности, вот этот вот струнодержатель, верхний струнодержатель, он называется ашет или вылын ашет, то есть фартук или буквально как бы верхняя часть фартука. И вот этот нижний струнодержатель, за который крепятся струны, да, он называется улын ашет, то есть нижняя часть фартука. Ну и вот эта вот пимпочка, как это называется, пуговка, да, за которую вот закрепляется этот струнодержатель, он называется кускертон, то есть буквально то, чем повязывается фартук, веревочка. Так вот эти вот моменты навеяли очень интересные размышления для меня и выявили, кстати, очень интересные параллели с другой культурой сибирских народов, в частности хантов и манси, где подобный инструмент, он имеет название в переводе как «женское дерево». И современный исследователь Юрий Шейкин, он это связывает с тем, что как бы за звучанием этого инструмента скрывается женский тембр. И почему этот инструмент является исключительно мужским. То есть то, что связано как бы с женским миром, оно должно быть действительно связано как бы с противоположным полом в реальной жизни. Да? И поэтому инструмент в традиции является действительно исконно мужским инструментом. На нем играют только мужчины, хотя сами исполнители, они не отрицают того, что на нем могли играть женщины. Но я думаю, что, скорее всего, это связано уже ввиду как бы с тем, что какие-то представления забылись, да, потерялись. То есть они, в принципе, не исключают, но хотя в традиции, еще раз повторюсь, да, мы женщин-исполнителей не нашли. И я думаю, как раз-таки вот эти все названия деталей, они открывают причину этого, да, то есть почему, в принципе, как бы вот на каком-то генетическом уровне это тоже, видимо, сохраняется, да, то есть женщины за этот инструмент не берутся. В отличие, например, от другого инструмента балалайка, который в этой традиции тоже очень популярен, вот балалайка является чисто женским инструментом. Вот там играют те же самые обрядовые напевы, но только женщина. А вот кубы звучит только в руках мужчин. Я думаю, это связано и с приемами, с техникой игры, потому что мужчины играют более активно, более энергично, так скажем, да, в отличие от женщин. Ну, в принципе, это связано как бы и с человеческой структурой, в принципе, да. Понятно, что мужчина, он более сильный, и, соответственно, игра у него будет более энергична. И это действительно интересно, потому что приемы игры на этом инструменте как раз отличаются очень активной атакой, очень активным движением смычка, за счет чего у нас возникает звук, да, то есть это вот когда смычок у нас об струны, в общем-то, задеваем, трем об струны, так скажем, да. А вот женщины в этом плане играют более мягче, более нежно, и это доказывает современная культура. Почему? Потому что сегодня инструмент перешел и в женские руки. И то есть, когда ты вот смотришь, как играют мужчины, исполнители, женщины, то это очень явно слышно, это открывается, когда женщина то же самое произведение, конечно, играет немножко по-другому, при том, что техника, она сохраняется, то есть те же приемы игры, да, но звучат по-разному. Как играть на этом инструменте? Играют на нем, если заметили, конечно, сразу, да, бросается в глаза, что, конечно, инструмент очень похож на скрипку. Это действительно скрипка, но скрипка, мы понимаем, что это тоже инструмент, который сегодня академический, вышел тоже из народной среды. Но данный инструмент, народные инструменты, они чуть больше, то есть здесь даже, наверное, можно сказать, что они ближе к альту, если сравнивать с академическими инструментами. И играет на нем, когда держат на коленях или как бы зажимают между коленями, чтобы инструмент имел более стойкую, как скажем, позу, да. И это один момент, если сидя таким образом играют, да. Но есть моменты, когда вот во время свадьбы особенно, когда музыкант двигается, очень много ходит, да, тогда вот есть такая вот веревочка кау, которую привязывают, как правило, к пуговке, которая есть на пиджаке у мужчины, опять-таки, да. И, соответственно, как бы уже стоя вот играют таким образом, то есть придерживают. Вот, то есть как скрипку на плечо ее никогда не кладут. И исследователи и музыканты сравнивают игру на кубызе с игрой человека-оркестра. Почему? Потому что во время игры на инструменте звучит одновременно 2, а то и 3 струны. Это тоже очень немаловажный факт, потому что один инструмент, он действительно как бы во время обряда заменяет
ну, можно сказать, целый ансамбль. И поэтому звучание инструмента, конечно же, предполагает, тем более, когда музыкант активно играет, да, там вот веселье, в разгар веселья, он, естественно, тоже сам же в таком же, да, в разгаре, очень энергично, и тут хочешь не хочешь, собственно говоря, все равно задеваются две или несколько, даже, ну, все три струны, при том, что подставка мы видим, она не такая высокая, как у скрипки, поэтому здесь задевание 2 и 3 струн, оно в принципе предполагается. Да, и поэтому говорят, что человек-оркестр действительно играет. А исполнитель, он же является исполнителем на инструменте и вокальным исполнителем, потому что он и подпевает, и поет. И надо сказать, что исполнитель на кубызе является своего рода тамадой на свадьбе. То есть заменяет роль тамады, потому что, исполняя или запевая тот или иной наигрыш, да, напев, он тем самым подсказывает участникам, да, что должно идти дальше, что необходимо делать дальше, да, потому что, ну, бывает, что забывают, иногда где-то что-то не так делают, поэтому в данном случае он является еще и руководителем свадьбы. Поэтому роль вообще кубызчи, конечно, в традиционном сообществе она очень большая, да, и, в общем-то, исполнители на кубызе ценили, потому что это, хотя их было в прежние времена достаточно много, то есть на деревне могло быть несколько кубызчи, но тем не менее каждый из них был очень ценен. Надо понимать, что вокальное искусство, оно, в принципе, для всех характерно, да, то есть им могут овладеть все. Игрой на музыкальном инструменте могли овладеть единицы. Поэтому, конечно же, те исполнители, которые владели этой игрой, они были очень уважаемы в деревне людьми. Но надо сказать, что за свой труд исполнители не получали плату, имеется в виду денежную плату. То есть это не было их работой, это было, ну, так скажем, своего рода хобби. Но, тем не менее, когда они играли во время обряда на каких-то празднествах, да, на каких-то там деревенских, может быть, праздниках, то они, ну, получали плату в виде одежды, куска там материи, платка или еды. То есть как бы вот таким образом только их отблагодарили, могли отблагодарить односельчане. Но, тем не менее, говорю, даже сегодня, когда ты приезжаешь и спрашиваешь, то, конечно же, для традиционных людей, для жителей деревни, они видно, что они для них уважаемые люди, и это те люди, которые сохраняют традицию прежде всего. То есть сегодня это понимают. Не случайно, конечно же, кубыз сегодня, наверное, стал таким эталоном удмуртской традиционной культуры, хотя мы понимаем, что струнно-смычковый инструмент типологически сходен для многих этносов. То есть мы не можем сказать, что это только наш инструмент. Это инструмент, который характерен для всех этносов, он встречается в культуре любых этносов. Вот как я уже сказала, это и татары, это и башкиры, это и наши финно-угорские народы, это мари, это коми, у них сигудек инструмент. Это карелы, это финны, да, там йохико у них встречается, хотя там принцип игры немножко другой, но тем не менее это такой же струнно-смычковый инструмент. И вот как ни странно, очень большая связь, параллель выявилась с сибирскими народами, тоже нашими родственниками по языку, это ханты-манси, где как раз таки вот название отдельных деталей и вообще инструментов в целом, как женского дерева, да, тоже вот навело вот на такую параллель в названиях с частей инструмента с элементами женской одежды. Мы понимаем, что удмуртская культура – это не одно целое, в ней есть несколько локальных традиций разных, да, которые при каких-то общих чертах все равно имеют какие-то разницу, какую-то свою уникальную черту, характерную именно для этой традиции. И вот в каждой локальной традиции инструмент назывался по-разному на самом деле. На севере Удмуртии, как правило, мы встречаем такие названия, как гудок, кстати, или скрипка, заимствованные из русской традиционной культуры. Мы знаем, что там связи как раз идут с русской культурой. Вот как раз таки ближе уже к югу это у нас идут кубыз. И еще мы встретили одно название как домбро, которое больше характерно для завятской культуры, для завятских удмуртов. И вот здесь очень интересно, наверное, надо сделать акцент еще на такое название, как домбро, потому что это термин, который обозначает вообще очень разные инструменты, и тут могут возникать некоторые казусы, некоторые вопросы, потому что при одном и том же термине мы можем обозначать разные по конструкции инструменты. В частности, домбро, например, вот в казахской культуре особенно, это инструмент, который имеет длинный гриф, ну вот представим как балалайку, предположим, да, даже, но гриф здесь будет гораздо длиннее. Здесь он должен
называется, этот инструмент называется думбро. А вот в удмуртов в некоторых локальных традициях словом «добро» обозначается как раз-таки балалайка, например, да? А вот где-то может обозначаться вот подобный инструмент этому, как кубыс. Но сегодня вот таким объединяющим, наверное, термином, да, самый популярный термин как раз остался кубыс как основной, именно потому, что этот инструмент вот с этим названием как раз-таки бытует сегодня в завязской культуре, где вот этот термин закрепился. Еще хотела несколько слов сказать о современных мастерах, потому что сегодня кубыс, кстати, продолжает существовать именно в творчестве, я бы даже сказала, современных наших мастеров. И один из первых, кто сделал, кто реконструировал, кто возродил прям кубыс, это был венгерский музыкант Миклаш Деметер. И благодаря ему появился первый кубыс, который, кстати, был сделан из разных пород дерева, в том числе венгерских, которых здесь не было, но вот он привез с собой, да, и был такой своего рода эксперимент у него, который очень удался. И он, кстати, повлиял вот своим творчеством, своим вот то, что он стал изготавливать, повлиял и на наших удмуртов. И вот следом за ним пошел наш следующий уже удмуртский музыкант, это Алексей Кузнецов. Он тоже сделал кубыс, и, собственно говоря, вот он сегодня тоже остается одним из мастеров, который вот прям по традиции изготавливает кубыс. Ну и надо сказать еще наши молодые тоже мастера, которые сегодня работают в этом направлении. Это Василий Широбоков, это Евгений Бекузин. У Евгения Бекузина это была дипломная работа, тема дипломной работы, и именно в рамках дипломной работы он еще и создал свой вид конструкции этого инструмента с некоторыми своими уже элементами авторскими. Конечно же, продолжает делать кубыс еще и в городе Воткинске. Когда-то там была отец с сыном Калистратовы. Сегодня не могу сказать, вот они делают или нет, но тем не менее, как бы я знаю, что в городе Воткинске кубыс тоже делают. В общем-то, сегодня мастера, они не боятся экспериментировать, они пробуют разные формы, пробуют вот разные резонаторные отверстия, опять-таки экспериментируют со звуком, то есть что получится с звуком. И, конечно, наверное, самый такой последний тенденцией, таким новым последним модным веянием, это изготовление электроинструмента, опять-таки этим же Евгением Бекузиным. И вот это вот последнее, очень активно он использует его в своем коллективе Post-Duques. Они как раз-таки играют на инструменте с электронным звучанием. Очень интересно звучит. И надо сказать, что мне импонирует, по крайней мере, молодежи, это интересно. Они это слушают. То есть, как правило, мы замечаем, что интерес возникает всегда за пределами республики, и это мы тоже наблюдаем. Но то, что он интересен и внутри республики, и среди молодежи, вот это, вот, конечно, очень интересный факт. У нас очень много проходило таких практик, то есть пытались открыть классы по обучению игре на этом инструменте. Но вот в отличие от крежа, который сегодня, в общем-то, да, звучит, и в музыкальных школах существуют классы, кубыс, он почему-то у нас не закрепился. Я думаю, я имею в виду в академической сфере, да, вот в обучающейся сфере, но он сам по себе как-то так распространился среди исполнителей современных, и, на мой взгляд, это более верный способ обучения игре, потому что он повторяет народную школу, когда обучались, глядя на кого-то, да, то есть как бы специальной школы как таковой не было в традиции, там всегда, то есть ты подсмотрел, пришел домой, попробовал и, соответственно, как бы дальше уже улучшаешь свои навыки игры. Так вот, подобный принцип, он распространился среди современных исполнителей, на мой взгляд, это действительно имело эффект, потому что сохранилась традиционная манера игры на этом инструменте. И самое главное, что это интересно самим исполнителям. Инструмент живет. Инструмент живет, он наполняется новым репертуаром. Конечно, сегодня на этом инструменте играют все, что получается, и это меня тоже радует, потому что инструмент должен развиваться. Приемы игры также должны развиваться. Да? То есть, если мы остановимся, то это означает смерть, собственно говоря, инструменту и вообще традиции в целом. Поэтому я рада, что инструмент, он живет в такой форме, он расцветает. И
я думаю, что вот как раз жизнь сама и подсказала, что этому инструменту необходимо именно как бы народное продолжение уже в современной форме, в современной среде, в современной Удмуртии. И я рада, что инструмент этот живет.